Здравствуйте! В эфире Тұлпар ТВ и Илишевские новости. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тұлпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясы сезне сәламли.
yangın söndürü части коллективлары devam eder. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на фестивале-марафоне «Страницы истории», который посвящен столетию образования Республики Башкортостан. Башкортостан, горжусь тобой, сиянием радостных огней, твоей славою, твоей судьбою, тобой, прекрасной родиной моей. Min hayranmın kengligiginen, Bашкортостаным, ilim, bir şigin jayıp yanında, boyunda bir şigin, bir küt kanatı daldırır, şol dağların var senin, var hazinenden kıymetli, bäxetli halkın senin. Башкортостан – это республика, лежащая на стыке Европы и Азии, край, где сошлись горы, леса и степи. В своих стихах поэты описывают Башкирию как ладонь, раскрытую для приветствия всем народам страны. Глядя на карту, Башкортостан можно сравнить с березовым листком по очертаниям его границ. Но вернее было бы сравнить ее с сердцем России, которое мирно бьется, оплетенное автомобильными магистралями, трубопроводами, дорогами, окутанное сказочной природой, густыми лесами, живописными степями и омытое водами Агидели. В республике насчитывается 54 района, один из них – наш Илишевский район. Район всегда был и остается одним из самых передовых районов республики и всегда был знаменит не только красивой природой и успехами в сельском хозяйстве, но и своими знаменитыми людьми, которые прославляли не только наш район и нашу республику. В год образования Илишевского района началась и история нынешней школы-интернат, которая в следующем году будет отмечать свой 80-летний юбилей. Сначала в 1930 году в деревне Грим-Ключ была открыта школа коммунистической молодежи, а уже на ее базе в 1935 году был открыт Илишевский детский дом номер 1 и 7-летняя школа при детдоме. В 1960 году этот детский дом был преобразован в вспомогательную школу-интернат для особенных детей. В 1972 году Илишевская вспомогательная школа была переведена в село Верхнее Иркеево. В свое время руководили школой Константин Утяшев, Тибиан Иламанов, Фарси Бикметов, Хатиб Шакирьянов и Рим Миннуллин. В настоящее время руководит школой Салахова Фатима Мавлябиевна. На сцене ансамбль баянистов традиционной школы-интернат.
башлаган мәлдә генә 1941 елда илебездә бөек Ватан сугышы башлана. Илебезне яклап, безнең Илеш районыннан бөек Ватан сугышына 10,220 кеше киткән. Шулар арасында 193 хатын-кыз. Фронтка киткәннәр арасыннан җиңү яулап бары тик 3379 кеше генә кайта. Калган 6841 кеше яу кырларында мәңгелеккә ятып кала. Война отошла в прошлое, стала страницей истории, но мы не имеем права забывать о войне, потому что почти каждую семью, каждый дом, город и деревушку коснулась своим огненным крылом. Напоминанием о войне служат памятники и обелиски во всех уголках нашей земли. Люди, пока сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните. Песню свою отправляю в полет, помните. а тех, кто уже никогда не споет, Помните. Дымилась роща над горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась падая ракета, когда горевшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, он не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной
А врагу заслон заставлен прочный. Он стоит отважен и силен. Украинский лидер невосточный. Броневой ударный батальон. Снова весь фронт раскален от огня, лупит зенитки 3 ночи, 3 дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Орысландай егет үстірдім мен, қойыш бұды ұлым беліне, солдат қызметіне деп қойып жіберділер аны Афганға. Ол yıllarını біле идік енді, ол яқларда соғыш барғанына, мен өзімнің ғазиз ұлыма тілемеген идім Афганны. Көз алдымда тұра ғазизімнің сабый, малай, үсмір шақтары, Йырақ-йырықлардан келейді, сағыну толы солдат хатлары. Бик көп иді солдат ұлларынан хат күтуші минем кебеклер. Сезге хәзер аның хатларынан китерәм кайбер үзекләр. Сугыш монда әнкәй, дошманнар тау ташларда ашып яталар. Нишлип әнкәй, бирче киңәшеңне, мин атмасам, алар аталар. Арысланда егет үстердем мин, дошманга каршы торырлык. Минем улым басмаш түгел бит, минем улым, минем горурлык. Сагыныклар аны айлар үтте, бер көнне хәрби кешеләр, батырлар шәһәләк булды диеп, кайгы хәбәр әйтеп киттеләр. Тыныч кына яши идек, тормыш бара иде көйләнеп, көттеләр бит илгә бу сугышка милли бурыч диеп сөйләнеп. Бу көннәрне һич тә онытасым юк, истә алар, истә барысы да. Сугыш кырларында калганнарның урыннары булсын җәннәттә. Мин Афганнан кайттым әнкәй, үзем түгел, кош булып, сайрап торам тауга кунып, җырларыңа кушылып. Сызлыйдыр әнкәй йөрәгем, кош сайравын тыңласам, мин кайдам бит кошлар булып, сагынганда җырласам. Tilga botib uyandim men tongda, Afg'on kirdi bugun kishine. Do'stlar bilan qo'g'at uchrashdim ko'p, qo'g'at tushdi olar isime. Siz do'stlar, meni unutolmaysiz, javob yo'q bit sizning o'limga. Shasha narot shovlab o'sgan ekan, do'stlarima pilot ko'rilga. Mana bugun ancha yig'ishdi, yeksizgina yo'q shu orada. Har dushman o'zi esan ekan, kunsiz ko'zlarini qoralab. Bilemeyken bizning yuraklarga yangilik o't ketdi qog'ozib, o'ti bugun turgan ola qola, solqin jili guya qoqilib. Mangu unutmaymiz sizni do'stlar, biz qortaydi siz yosh ilish, yilmayasiz guya suyunibsiz, sizni saqlab qoldik biz deyib. Yo'q, kerakmi bizga suгыш. Барлык дөнья балалары тыныч яшәргә тиеш, кирәкми безгә сугыш. сложивших свои головы на полях сражений ради мирной жизни за счастливое детство, не будет забыт
никогда. И человеческая память о трагических событиях нашей истории будет всегда передаваться из поколения в поколение. Я рос, как тут зеленый на вершине, водой рек российских напоен. Своей жизнью я гордился вами. Нам, русским, одна судьба дана. 4 века подвигов и славы сплелись корнями наши племена. А я иду, шагаю по Москве, и я протише смогу. Соленый тихий океан, и тут тайгу. На лодке белой пальцы спешу, пока не знаю с кем. Но если я потом загрушу по снегам, я отдышу, исполню о Москве, исполню о Москве. Şiremli uğramı, жолурам буйлатып, қайтканда ойланып, яшьлеккә кайткан күк буламын. Жолурам буйлатып, кайтканда ойланып, яшьлеккә кайткан күк буламын. Sağındım ağılımın kılar, buraylı kek bası yollarım. Жол yollar ızganda, kırgayşı sızganda, kadirliyim yaşligin yollarım. Жол yollar ızganda, kırgayşı sızganda, kadirliyim yaşligin yollarım. Sağındım ağılımın güller, güzele dal yiyilgen gül yarım. Sandılgaç, sayragaç, күңелдә ныгылгач, искә алам яшьлегем чакларын. Сандылгач, сайрагач, күңелдә ныгылгач, искә алам яшьлегем чакларын.
это не все богатства Башкирии. Главная ценность республики – это ее жители. И самых теплых слов всегда заслуживают педагоги, особенно те, кто связал свою судьбу с непростой работой с детьми определенной категории. Илишевская коррекционная школа-интернат является подведомственным учреждением Министерства образования Республики Башкортостан. Здесь обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья из 15 районов республики. Педагогический состав школы объединяет 44 человека, из них с высшей квалификационной категорией 34. В кадровом составе школы на сегодняшний день 2 логопеда, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог, которые ведут коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Илишевская коррекционная школа является ресурсным центром для образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе нашей школы проводятся республиканские семинары руководителей коррекционных школ и психолого-медико-педагогических комиссий. Педагоги школы-интерната являются победителями зонального и республиканского конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года». В 2018 году на базе Илишевской коррекционной школы был проведен зональный этап республиканского конкурса «Коррекционный педагог-2018». Одним из главных направлений деятельности школы является профессионально-трудовая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их дальнейшая интеграция и социализация в общество. Благодаря работе педагогического коллектива под руководством Фатимы Мавлябиевны сегодня дети имеют прекрасные условия для проживания и учебы. Просторные учебные классы, большая столовая, уютные спальни, швейная мастерская, кабинет сельхозтруда, мастерская столярного дела. Вечерами в школе регулярно проводятся культурные мероприятия. Ежегодно по профилям трудового обучения наши ученики принимают участие в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства в городах Салават, Уфа, Белгород, Москва. Наши ребята неоднократно становились победителями регионального этапа национального чемпионата для лиц с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс в городе Уфе. А в 2018 году они стали призерами всероссийского этапа чемпионата Обилимпикс в Москве по компетенции художественный дизайн. Обучающиеся и педагоги школы традиционно являются участниками фестиваля народных промыслов Уфа «Ладья арт. Ремесла. Сувениры», образовательного форума «Единое открытое образовательное пространство», республиканского форума «Образование будущего». Физкультурно-оздоровительная работа – одно из важнейших и приоритетных направлений деятельности коррекционной школы. Одним из больших достижений на этом поприще является победа обучающихся в республиканских соревнованиях по спорту «Лин» по плаванию, в республиканском фестивале «Крылатые кони», в ежегодном культурно-спортивном фестивале, в специальной олимпиаде, в республиканских соревнованиях по легкой атлетике и других соревнованиях по разным видам спорта. С целью развития творческих способностей обучающихся в школе функционирует объединение дополнительного образования. Ребята, посещающие данное объединение, являются участниками и призерами республиканского конкурса творчества «Созвездие талантов», вокального конкурса «На равных» благотворительного фонда «Все вместе» в городе Казань, республиканских конкурсов «Аленький цветочек», «Мы – дети одной планеты». Коллектив школы регулярно принимает участие в районных конкурсах и фестивалях, таких как «Салют Победы», «Театралика 2018», районный фестиваль, посвященный столетию со дня образования Республики Башкортостан и другие. Илишевская коррекционная школа стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая коррекционная образовательная организация 2016» и была награждена дипломом и медалью. А в 2017 году школа награждена дипломом лауреата «Школа здоровья 2017» в номинации «Образовательная организация территории здоровья» и медалью за отличные успехи в области здоровья и сбережения участников образовательного процесса. В истории школы навсегда сохранятся имена всех учителей, работавших в ней. В их числе заслуженные учителя Республики Башкортостан Фатима Салахова, Рауф Давлетгареев, Рим Миннуллин, почетные работники общего образования Российской Федерации Ришат Хуснутдинов, Лилия Казыханова, Рая Нигматдинова, Ильсиер Сидоренко. На сцене вокальный ансамбль ветеранов педагогического труда. Thank you.
кому не пел Курай. А мне он пел. Была ночная степь, бренчали кутазами кобылицы, горел костер, маячили зорницы. Был час, когда мы просим друга спеть. И полились причудливые звуки, и нежный смех любви, и долгий вздох разлуки, и звон ручья, и шорох камыша. Все сущее слилось в чудесном хоре. Играл Курай, а пела вся земля. И в зыбком свете звезд, как вспененное море, лежала степь в метелках ковыля. Башкортостан, мое второе сердце, второе солнце у меня в окне. Чтоб на тебя досыта наглядеться, не 2, а 20 глаз иметь бы мне. У нас в любой реке белеют гуси, у нас цветет шиповник ярче роз, а в пору роз серебряные бусы девчонкам сами падают с берез. Шумят хлеба, струится нефть густая, растут и хорошеют города. Звучит над белой дивный стих Мустая о радости свободного труда. Уфа, она теперь жар-птица, она в неоновом огне. Башкортостан, я рада поклониться тебе за все хорошее во мне.
Если вы находитесь на замерзшем водоеме, запомните простые правила. Прежде чем выйти на лед, проверьте его прочность, но ни в коем случае не делайте это ногами. Не бурите больше 3 лунок вокруг себя. В случае проявления признаков непрочности льда немедленно вернитесь на берег. Не отправляйтесь на рыбалку в плохую погоду и темное время суток. Помните, при объявлении угрозы отрыва льда выход на лед категорически запрещен. Если вы оказались в опасной ситуации, позвоните спасателям. Так вы убережете себя и своих близких. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Таковы Илишевские новости на сегодня. Мы ненадолго прощаемся с вами. Всего вам доброго!